Понимая, к чему может привести уход алавитов с политической арены, режим начал готовить смену Хафизу. После того, как в 1994 году в автокатастрофе погиб его сын Басиль, которого видели в качестве преемника, правящий алавитский клан сделал Башару то предложение, от которого он не смог отказаться. Он был немедленно отозван из Лондона, где учился в арендатуре, и по приказу отца поступил в военную академию в Хомсе. После окончания возглавил республиканскую гвардию в 1999 году. Ему было присвоено звание полковника. 10 июня 2000 года Хафиз Асад умер. 11 июня Башар Асад произведен в звание генерал-лейтенанта и назначен верховным главнокомандующим. Карманный сирийский парламент изменил конституцию, сократив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 лет до 34, специально для того, чтобы утвердить Башара Асада в должности президента Сирии, после чего дело стало за малозначительным пустяком. Необходимо было наполнить урны бюллетенями избирателей. С этим, как мы знаем, у диктаторов проблем никогда не возникает. Не возникло их и на этот раз. Выборы состоялись через месяц после смерти Хафиза Асада. 97% сирийцев проголосовало за Башара Асада, после чего он был окончательно утвержден в должности президента Сирии. Поначалу расширив пределы возможного для бизнеса, открыв границы страны, ослабив прессинг спецслужб и даже появляясь на коллективной молитве в мечети, Башар Асад смог создать иллюзию, что времена тирании, тотальной слежки и внесудебных казней остались в прошлом. Спустя несколько месяцев после его инаугурации 99 представителей сирийской интеллигенции обратились к нему с требованием обеспечения гражданских свобод, создания профсоюзов и многопартийной системы, что было воспринято Асадом как скрытая угроза режиму. Весной 2001 года были проведены многочисленные аресты. Большинство подписантов этого заявления были приговорены к длительным срокам заключения. Подобная реакция со стороны режима к требованиям свобод и многопартийной системы объяснялась тем, что все ключевые направления бизнеса принадлежали семье Асадов. Торговля нефтью, автомобилями, фармакология, недвижимость, сотовые коммуникации были включены в сферу финансовых интересов алавитского клана, и поэтому им было что терять. Уже в первый год правления Башара Асада стало ясно, что за исключением малозаметных деталей, его режим является точной копией режима его отца. Кастовое разделение общества, попрание гражданских свобод, тотальный контроль спецслужб, беспредел подконтрольных режиму группировок шаббихов, пытки и убийства подозреваемых и заключенных. Надо сказать, что большинство сирийцев иллюзий по поводу Башара Асада не питало, потому считало, что власть алавитов не менее унизительна, чем власть французов. Тем более, что алавиты до воцарения Асада-старшего имели репутацию грязных, необразованных плебеев, исторически не принадлежавших уме и никогда не стоявших в авангарде социальных процессов, и уж тем более перемен. Желая угодить сирийскому режиму, своими их признали лишь неверные шииты, в 1973 году выпустив фетву о принадлежности алавитов к исламу, что абсолютно не изменило отношение к ним мусульман, воспринимавших алавитский табор на своей шее как временное и унизительное недоразумение. В таком виде и состоянии режим встретил арабскую весну.